ооба, биз бардыгыбыз бала болгонбуз. Жана бала чакта цирк оюндарынын өзгөчө, анын ичиндеги жаныбарлардын адам менен жарыша номер аткарганын көргүбүз келчү. Бул албетте балалык кыялдар. Ал эми Фатима Мукушева бүгүн биздин көрсөтүүнүн каарманы. Ал ушул цирк артисттигине өзүнүн 62 жылдык өмүрүн арнады. Я вспоминаю то время, когда первый раз я пришла в цирк. Это старый еще деревянный цирк, который находился, вы знаете, где Ситек, да, вот сейчас находится. И почему он старый деревянный, добрый цирк мы называли его. Хоть там было очень холодно, там бегали даже мышки, но атмосфера там была чудесная, там такой был творческий порыв. Вот, и это было 1962 год еще. Была студия, и вот в студию, когда меня уже пригласили в 1965 году, то уже я была очень подготовленный человек, вот, уже со званиями, с подготовкой спортивной очень мощной. И когда студия это организовалась, то было много приезжих московских руководителей, и вот меня, я же подготовлена была, и во все номера меня хотели это взять. Вот, ну, я и воздушной гимнастки пробовала, там меня это, ну, как-то мне не очень это понравилось, и лучницу стали готовить, и, в общем, очень много номеров, вот, и прикипела я все-таки к джигитовке, начала кормить лошадей, начала кормить животных, и прямо полюбила этот вид дрессуры. И потом определилась номер «Подойда на верблюд», так как я была очень балетная, на пуантах. Вот, и у нас был единственный номер, Никита Мамедович Кочаков тогда был руководителем моим. Вот, он же мне и папой был, и мамой был, и все с супругой. Они меня взяли как бы, как удочерили, потому что мне еще тогда 18 не было. И вот так вот я стала и джигитовкой заниматься, и стала ПДД на верблюдах выступать. И вот это единственный был номер, который был на пуантах и на верблюдах. По тем временам все газеты писали, тогда «Вечерний Бишкек» же был, «Вечерний Бишкек». Представляете, сама себе удивляюсь, столько времени я, оказывается, уже здесь нахожусь, вот так предана этому цирку. Мне бы хотелось еще подчеркнуть, когда вот, Юрий Владимирович Никулин мне когда подарил я когда пришла к нему в гардеробную в Москве на Вернадского, вот, и он говорит: знаю, киргизский, о, мощный, молодец, обнял меня, все. А потом я говорю, я бы хотела, чтобы написал, а потом у него такая картина там висела, и он на ней расписался, и эту картиночку свою, я вам потом покажу эту картинку, вот так, где он сидит, и он мне ее подарил, и я ее везде за собой носила, и везде, вот. Ну, во-первых, мы репетировали красивую походку, шаг, всякие движения репетировали, потому что это, ну, если ты красиво двигаешься, то любое движение ты можешь донести. Это мне помогла хореография. Вот. И именно поэтому, почему мы хотим, чтобы наши ученики занимались в первую очередь искусством движения, хореографии. Тогда можно донести любой образ. Вот. А потом уже гимнастика, пресс, акробатика, сила нужна. И тогда был руководитель Никита Мамедович Кочаков все равно. Вот он помогал дрессировкой, помогал все. И вот и у меня были медведи, яки, косули, орлы,
тайганы, сайгаки. Ой, кого только не было, вы знаете, просто настолько много было животных, и мы не успевали. Потом Як у нас толкал шарик, и мы, это я на этом шарике вот так вот жонглировала, шла. Хотя у нас даже на Яках, мы по тем временам даже шарики не одевали, настолько эти были хоть острые, но мы же всегда же в цирке, мы должны рисковать. И у меня ни разу не было случая, чтобы что-то не так пошло. Все было идеально. Было самое главное, знаете, для артиста. Обязательно должно быть мимика. А это же уже сценическое мастерство, артистизм. И вот когда есть артистизм, тогда ты можешь донести не просто с мертвым лицом. Трюк сделал. Совсем не... Ну, к сожалению, у нас есть такие артисты, которые только опля делают. И все. А я никогда, я борюсь с этим, я всегда делаю замечания ребятам. Говорю, улыбнись, скажи, вот я как могу, а вот так, а вот такой пируэтик, а вот встал там, или наоборот рассердился, или задумался. Понимаете, вот этот образ должен быть у любого артиста, у балетного, у циркового, воздушный, джигит, в любом. Некрасиво же. Наша артист говорит, улыбайся. Который не умеет это, ну, эмоции. Вот понимаете, надо, почему душу надо включать? Потому что с эмоцией только можно улыбаться красиво. Вот. А без эмоций это будет просто оскал. Точки тянуть обязательно, помнишь, да? Ручки красивые, пальцы длинные. Вот. Богин красивый. Голову, если можешь, еще добавь. Голову прогни голову. Это эффектно, ты когда будешь под куполом, то это все ты даже зрителя видеть. Вот, а зритель должен твои носочки видеть. Вот. Молодец. Так. Вот. Ты выходишь, да, все выходят, танцоры выходят за нами, да, за тебя, вот это все девочки. Девочки все. Да. А потом алар кетишет, түйін алып шығады, ана экөөбүз иштейбиз. Фатима Мукушеванын сахнадагы партнеру Марат Хусайынов. Аны менен бирге дөңгөлөк үстүндө 9 жыл эри шаркак иштешти. Акробатика, джигитовка, ПДД, ар кыл цирк жанрында өзүн сынап жүргөн Фатима абдан тыңгыз эле. Аны мен төө үстүнөн бир да жолу жыгылткан жокмун. Кесиптештер мына ушундай жылуу маанайда сүйлөшүшөт. Марат агай бүгүн Фатима эжеге өздүк архивин көтөрүп келди. Фатима эжени сагынганда түшүмө кирет дейт. Конечно, түшүмө кирет. Түшүмө кирет. 72 жылы мен бутум үзүп алдым. Анан операция болуп, 1 жыл үйдө туруп калдым. И как раз мо Фатиманын мурунку партнерин армияга алып кетти. Анан кийин мени чакырып айтышты, иштейсиңби, мына ушу бошоду, давай попробуй сен иштей аласың деп. Мен иштедик. Алматыга барып, Алматыга Качаков Никита Мамедович деген түркмен, биздин түркмен эмес бар болчу. Педагогубуз, ошол үйрөттү биз. Эки төө, жерде төөк бар, төө бар болчу, аны алып бардык кайта. Тиги бала аскерге кетип калды, партнершысы. Анан мен партнершысы болуп калдым Фатимага. Характери да жакшы. Эч качан урушмой. Я. Бир дагы жолу жыккан жокмун. Жакшы түрктөр кылдык. Жанагы эмеде көтөрүп атпайбы? Бир колуна эмес. Лётто жанагы. Лёт жанагы эмелер, фигуристтер. Экөө чыгышып, тиги кыз менен эркек. Анан бир колуна көтөрүп атпайбы? Мен ошону кылчумун. Төөнүн үстүнөн эч ким калып койбоду бакчы. Мына биздин Щербаков деген акробаты, когда работал акробаты. Мына бул мен. Мына көрүп баланка. Могу түрктөр эч ким кылбайт. Орустардан биз кылып жүрөбүз. Мына эң астында турган мен. Таппай. Азыр мындай катышып турасыздарбы? Ким? Таштеген жигитовкадагылар. Бирөө да калган жок. Цирковая жизнь. Это детство, это юность здесь, это взрослая жизнь.
И вот подошла, как будто неожиданно, старость. Но я слышу еще аплодисменты, музыку, голоса, радость детей. Ведь цирк – это самое лучшее искусство, понятное, действительно понятное всем. Некоторых она даже на подвиги вдохновляет, я думаю, это правильно. Не зря я свою жизнь, наверное, отдала цирку. И пусть мое сердце не волнуется и не беспокоится, что так быстро прошла эта жизнь. Но она была яркая, успешная. С такими людьми я встречалась, таких людей повидала благодаря этому замечательному искусству. С такими людьми знакома. Столько городов, столько мира я увидела, столько людей, которые живут на другом земном шаре. Стана только троих. Меня, мальчика и еще девочка одна, да? Ты помнишь, да, когда это самое меня выводили, как это нет? Если бы у меня свой дом был бы, хотя бы однокомнатная квартира была бы, собственная. А я здесь живу и каждый день боюсь, что меня отсюда выгонят. Боюсь. А куда я пойду? У меня родственников нет, никого нет. И за детей обидно, что им тоже некуда идти. Мы все здесь живем, к сожалению. Условия, сами видите, неподходящие. Хотя я заслуженная артистка и как всю жизнь отдала именно этому творчеству, этому государству, не перешла ни в какое другое государство, где мне предлагали всякие блага. Но почему-то мне хотелось быть кыргызской до конца, остаться здесь, в нашем государстве. Я люблю свой Иссык-Куль, я люблю свою землю, люблю наши магазины, люблю наши тюльпаны и просто наших маленьких детей, которые бегают, прыгают на скакалке, обнимают, когда я их вижу, они, видно, чувствуют мою теплую энергетику и бегут, меня обнимают, и мы с ними мороженое кушаем, вот так как-то, детки. Как-то я вот люблю нашу страну. Ну вот, так весело в душе и так грустно снаружи, аж плакать хочется. Но это слезы, наверное, радости с одной стороны, с другой стороны чуть-чуть грусти, что некоторые знают, что, оказывается, счастье тоже иметь свой дом, чего у меня нету. Но зато у меня много другое было. Счастливых моментов много было, других. Так вот, на этом вот я и себе остановилась в жизни. Ну, хотелось, конечно, чтобы дирекция понимала, что надо о своих тех людях тоже заботиться, которые имеют, которые отдали свою, можно сказать, всю, действительно всю жизнь отдали своему Кыргызстану и своему искусству. Вот и все. Ну, с какими людьми зато я была знакома. В принципе, я родилась здесь, тогда город Фрунзе считался в 1953 году, и мои родители, мама Амина Абдуловна и папа Иржан, значит,
Вот папа работал МВД личным телохранителем тогда у Соболеева. У них такая была гвардия, это дивизия, да? Дивизия считалась. Тогда отдельный дивизион был, и вот это лично тех наших первых лиц. И вот он был в этой группе, и его сам Соболев очень уважал, всегда шахматы с ним играл, и даже стол ему потом подарил, когда ушел на пенсию. Вот. И папа у меня военный, он всегда дисциплинированный, все любил четко, поэтому мы такие все дисциплинированные, все четко встать утром, точно все сделать, точно. Ну, в общем, у нас такое воспитание от папы было. Мама работала в театре, и еще другой работа, ну, в основном в театре, она билетером, администратором, костюмером, всем помогала она. Вот такая театральный человек у меня была мама. Очень красивая, всегда очень. В Кыргыз-драмтеатре всех артистов знали, ее любили, она всегда им что-то напечет. Я пойду своим детям, всегда их что-то угощала их так. Закончила институт в 80-м году. Затем вышла замуж, вот, и у меня 2 мужа было, как бы, правая и левая рука. Ну, хорошие мужья, ну, вот, Таштан Ашибекович был директор цирка раньше, Джалдушбеков, вот, дети от него. Таштан Ашибекович очень был ревнивый был, но, конечно, но он немножко... Почему у нас с ним жизнь не получилась? Он творческая же натура, и все любил красивое, и все такое вот. И увлекся другими девушками, как говорится, красивыми такими же. И вот так у нас не получилось дальше. Поэтому, ну, мы тоже ревнивы, мы тоже себе как бы марку знаем. Поэтому я так не умею прощать, допустим. Вот, и поэтому у нас не получилось дальше дальнейшая жизнь. Хотя во всем остальном мы по духу были настолько едины. Ну, предательство я не люблю. И я думаю, что он, как бы, знаете, у нас с ним столько общего было. Он, как бы, всегда мне говорил, что, говорит, ты меня так понимаешь, так чувствуешь. Вот такое взаимопонимание с ним было большое. Вот так вот Таштан Ашибекович, вот такой вот. Потом он сердечный приступ там умер. Все проблемы. Ну вот я уже столько лет одна. Ну ничего. Дети, работа, ученики, 2 детей. Вот. И внучки вон уже взрослая внучка. Одна внучка, видите, цирковая такая, а второй внучка у меня будет будущий миллионер. К сожалению, наш цирк не дал мне квартиру, не получилось с квартирами. Вообще я не жалею. Вот если честно, да, то я не жалею, почему я осталась в Кыргызстане, потому что, ну, здесь и друзья мои все, и родственники, и школа, и была, и жизнь моя как-то, вот я себя вижу, именно жизнь моя в Кыргызстане, я это вижу. А в другой стране, даже в Казахстане или где-то мне тоже предлагали много разных, тоже квартиру предлагали, все. Но я себя там не нахожу, я себе там места не нахожу. Я там какая-то чужая. Я не вижу себя там. Вот. А здесь я каждый уголочек нашего города знаю, с людьми знаю, что тут голодный не останешься без внимания. Все равно подойдешь с кем-то поговоришь. Даже на лицо ты все равно знаешь наших всех, кто жителей города. Как-то маленький городок, но он очень такой уютный, очень добрый, очень братский город. Вот, и я, не знаю, я как-то люблю здесь быть, здесь жить, и здесь умирать буду, наверное, потому что это мой город, я здесь родился, и я здесь хочу остаться навсегда.